Здравствуйте, коллеги. Нас слышно, видно? Отпишитесь, пожалуйста. Так, кто-нибудь может параллельно открыться? На всякий случай. Да. Что-то говорите. Да. Все, начинаем? Все. Да, коллеги, доброе утро. Мы начинаем. Тема у нас сегодня актуальный вопрос о деятельности ЦОДов. Начинаю я. Рада вас всех приветствовать. Глазова Ольга Александровна. У меня на сегодня заявлена тема планы по включению зданий ЦОДов в НБРК на 2020 год. Однако, я, наверное, начну немножечко с орг-вопросов. Вы заметили, что в этом году мы стали сразу же проверять присланные вами издания и давали обратную связь. Информировали о том, что надо исправить. Иногда требовались проверки настроек ваших программ. И поэтому я очень вас прошу, когда вы присылаете нам издания, для удобства общения оставлять информацию в письмах, свои координаты. То есть фамилия, телефон, по которому мы с вами при необходимости можем связаться. Потому что связываемся мы сейчас достаточно часто. Пишут, нет звука. Коллеги, скажите, вы меня слышите? Не вижу. Коллеги, отпишитесь, пожалуйста. Да. Сыктывдин слышит, остальные как, коллеги? Все хорошо, слышно. Значит, итак, вернусь немножечко. Первое, пожалуйста, оставляйте свои координаты в письмах, чтобы мы могли с вами связаться. И второе, как вот я уже сказала, поменялась схема немножечко нашей работы, мы стараемся вам давать сразу же обратную связь, поэтому огромная просьба. Пожалуйста, не копите отсканированные издания. Отсканировали одно, прислали нам, получили обратную связь, при необходимости доработали, прислали все, и снова можете начинать сканировать второе. Борис про это будет говорить, конкретно как работать, как удобно, для чего это нужно. И еще тоже к вопросу о сканировании, пожалуйста, не оставляйте сканирование, ну прям вот хочется прям такое пожелание к Новому году, не оставляйте сканирование на конец года. Мы все прекрасно понимаем, что у вас море работы и что формирование фонда НЭП – это не единственная ваша задача, поэтому предлагаем сделать ее максимально рано. И уже с чистой совестью до 2021 года про нее забыть. В идеале было бы здорово, если бы вы нам прислали отсканированные, запланированные сканы вами уже в первом полугодии. А сами понимаете, когда все ЦОДы в ноябре-декабре начинают нам присылать все объемы сканирования, то и мы зашиваемся в этом объеме и не сразу даем вам обратную связь. И, в общем-то, вам не очень хочется в конце декабря переделывать вашу работу. Да, не знаю, скажет ли про это Боря, но, наверное, скажу я. Присылать обработанные ТИФы нам не надо. На сегодняшний день полный комплект состоит из необработанных постраничных ТИФов, PDF-файла и акта дефектации. То есть так будет проще всем. Так, ну а сейчас я очень быстро расскажу про то, что мы берем на 2020 год от районов. Ну, я даже не знаю, есть ли смысл мне озвучивать это. Значит, наверное, самый большой объем мы берем у ОСЖВ, потому что очень много было ими отсканировано раньше.
мы отсмотрели присланное ранее, вот запланировали такой объем Эжва, Усть-Кулом, Ухта, Инта, Воркута. Это все, что нам прислано уже. Ижма, кажется, что-то дорабатывают, если я не ошибаюсь, остаточки. Печора, Кайгородок, Усть-Вы, Книжпогост. Книжпогост, если на связи, пожалуйста, у вас должны быть доработанные издания присланы. Пожалуйста, не держите долго, пришлите. Усть-Сыльма. Сыктывкар тоже жду, и остались хвосты. Карткироз. Прилузия. Сосногорск тоже хотели одно издание досканировать, не знаю, что там. Кажется, мы договорились, что не берем в этом году. Сыктывдин, Троицк, Удара, Сысола, Вуктыл. Последние присылали сейчас. Ну вот, собственно, и все, коллеги. Объемы у всех разные, кто как сканирует, да, то есть мы стараемся брать максимально много из вами присланного. Да. Значит, мы вам презентации все отправим, и я вот в конце написала, что посмотрите, пожалуйста, это электронный адрес, он наш не менялся. Если у вас есть какие-то вопросы, мои телефоны, пожалуйста, звоните, я всегда на связи стараюсь быть, готова ответить на все ваши вопросы, и, пожалуйста, такой, не знаю, крик души, наверное, да, если вопросы есть, не задавайте их, потому что жизнь показывает, что на присланное нами письмо у вас остаются вопросы, и вы их не задаете, и выясняются только при условии, когда мы с вами сами созваниваемся и вот еще пытаемся что-то выяснить. Поэтому звоните, всегда рады вас слышать. Спасибо большое. С наступающим Новым годом. Теперь Наталья Ивановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я вам хотела бы сегодня рассказать о нововведениях на сайте nep.nbrcomi.ru. Те, кто у нас в этом году были на курсах весной, те, наверное, со многими из этих нововведений знакомы. Но те, кто отсутствовал, для них будет особенно интересно. Но для тех, кто уже были, я думаю, что тоже повторение мать учения. Лишний раз еще раз послушайте. Кроме того, презентация была дополнена. Если вы помните, первоначально сайт у нас выглядел очень лаконично. То есть у нас была одна поисковая строка, ну, то есть, и больше ничего особенно не было. Но мы подумали, что, вернее, провели такую аналитику и определили, что читатели у нас на сайте проводят небольшое количество времени. Они максимум открывают 2-3 страницы и потом уходят. Что это могло значить? Это значит, что читатели не всегда находят благодаря этому поиску то, что им нужно. Поэтому мы решили создать расширенный поиск. Вот он так выглядит, то есть вы это тоже все видели. У нас появился поиск по всем полям, по названию, по автору, по описанию, году издания и так далее. Кроме того, мы ввели новые разделы. Это раздел «Новинки», раздел «Популярные». Здесь вы можете видеть, что несмотря на то, что буквально я делала этот слайд пару дней назад, несмотря на то, что наш марафон, которым мы вас уже всех замучили,
который очень замечательно у нас прошел, очень хорошие были результаты по царю Салтану на коми-языке. Несмотря на то, что он у нас уже был весной, сейчас до сих пор эта книга остается в топе, даже сейчас зимой. Ну и остальные книги вы также можете видеть, Елену Габову и так далее. Кроме того, мы озадачились тем, что наши произведения не очень хорошо индексируются в поисковых системах. И вот здесь на экране вы видите пример, когда произведение проиндексировано очень хорошо. То есть, когда мы вбили в Яндексе и в Гугле Чупров Олег читать онлайн, мы видим, что наш сайт показывается поисковыми системами вторым результатом. То есть это очень хороший результат. Но если мы будем вбивать какие-то другие запросы, касающиеся других произведений, то, к сожалению, мы этого не увидим. Поэтому для нас очень было важно, чтобы мы индексировались в поисковых системах. Что для этого нужно было сделать? Для этого нужно было создавать большое количество уникального контента на сайте НЭБ.РК. Для этого мы создали два новых раздела: раздел «Новости» и раздел «Биографии». В каждом из этих разделов мы писали уникальный текст или брали откуда-то уникальный текст, потому что раздел «Биографии» он взят из сборника писателей Коми. Тексты взяты из сборника писателей Коми, поскольку библиотека национальная обладает правами на эти тексты. И в каждом из этих разделов, если вы откроете, посмотрите, там есть ссылки на издания из Национальной электронной библиотеки. То есть таким способом мы пытались раскрыть фонды Национальной электронной библиотеки. Кроме того, у нас очень активно мы привлекаем к пополнению раздела «Новости» библиотеки. И поводом информационным являются юбилеи библиотек, городов, районов. Это может быть информационный повод для того, чтобы написать небольшую статью, небольшую новость в наш раздел и познакомить читателей сайта с коллекцией, которая создана тем или иным районом. Например, в этом году у нас ИНТЕ исполнилось 65 лет, и сотрудники Интинского ЦОДа подготовили статью и дали информацию об изданиях, расписали, сделали аннотированный список изданий из своего фонда. Какие есть поводы информационные в 2020 году? Мы очень хотели бы посотрудничать также в следующем году с Центральной библиотекой Светоч, поскольку у них юбилей. Также можно было бы сотрудникам библиотеки создать новость и проинформировать, прорекламировать фонды из своей электронной библиотеки. Тем более она уже сейчас уже такая не маленькая. Кроме того, Прилузская МЦБС в декабре исполняется 120 лет. И Сосногорская центральная библиотека исполняется 65 лет тоже в декабре. Вот это те библиотеки, с которыми мы хотели бы посотрудничать по этим информационным поводам. Кроме того, если у вас есть тоже какие-то другие информационные поводы, мы с удовольствием рассмотрим, или вы хотите тоже по какой-то информации тоже с нами посотрудничать и какую-то информацию разместить в раздел «Новости», мы тоже с удовольствием этот вариант рассмотрим. Кроме того, мы занимались тем, что объединяли сайты при помощи фреймов. Сайты Национальной электронной библиотеки, сайты Национальной библиотеки, сайт «Культурная карта» и сайт, который был создан по проекту «Сказка на ночь» при помощи фреймов. Покажу, как это выглядит. Например, если мы заходим на сайт «Культурная карта Республики Коми», находим информацию о Габовой Елене Васильевне, то здесь же помимо биографии есть ссылка, фрейм как раз на Национальную электронную библиотеку. Вот снизу вы видите, голубеньким подсвечено. Здесь не все видно, но целый список изданий, которые размещены у нас в НЭБ у Елены Васильевны. Или другой вариант, когда изданий не очень много, можно дать ссылку на конкретное издание. То есть уже заходя на культурную карту, увидев информацию о каком-то писателе, мы можем видеть ссылку на конкретную книгу и уже читать эту книгу, даже не переходя никуда.
Кроме того, мы активно использовали и стараемся использовать нетрадиционные форматы предоставления данных. Это аудиозаписи. Ну, слышали уже давно про сказку «На ночь в каждом доме». Она очень, кстати, пользуется спросом у малышей. Даже к нам когда-то в библиотеку приходили ребята из детского сада и с удовольствием тоже слушали эту сказку на ночь. На экскурсию приходили к нам в отдел и слушали отрывок из сказки. Кроме того, мы сейчас занимаемся коллекцией Вениамина Чисталева, размещаем ее, но пока она еще не закончена, поэтому мы ее пока не презентуем. Но тоже она у нас появится в электронной библиотеке. Работаем с изображениями, сотрудничаем с фотохудожниками, фотокорреспондентами. Было бы интересно также размещать в электронной библиотеке театральные афиши, либо открытки. То есть вот как бы все, что может в голову прийти, все можно пополнять электронную библиотеку, работаем не только с текстами. Что касается видеозаписей, тоже можно было бы, допустим, рассмотреть выступления творческих коллективов каких-либо. Все, что касается комик-края и новые интересные форматы, это интересно. Понятно, что здесь есть и могут быть проблемы с авторскими правами, поскольку когда мы говорим с текстами, то мы заключаем договор только с автором, а если мы говорим об аудиозаписи или видеозаписи, то тут, конечно, уже больше проблем с авторскими правами, и надо большее количество договоров заключать, даже на одну видеозапись как минимум надо 3 договора заключать. Ну, нас это не пугает, потихонечку мы это будем все равно, это видим в перспективе, для того, чтобы наша электронная библиотека была интересна и современна. Ну, это, естественно, наши движения, они дали обратную связь, то есть мы получили большое количество, увеличение количества посещений. Здесь вы видите данные за 2017 и 2018 год по посещениям. Здесь данные по выдаче за эти же годы. И статистику за 2018-2019 год я могу сказать, что за 8 месяцев 2019 года мы выполнили цифру уже за 2018 год. И уже все, что шло на 9 месяц, это уже было перевыполнение цифр за 2019 год. Во многом, конечно, мы благодарны тому, что у нас проходил вот этот поэтический марафон, и благодарны библиотекам, которые активно принимали в нем участие, которые привлекали жителей своих районов, городов, сел и так далее. Вот благодаря вам, в том числе, мы тоже смогли сделать такой прорыв большой. За 8 месяцев сделали прошлогодний план. Еще о чем я хотела сказать, это синий уровень доступа. Это то, что у нас новое появилось в электронной библиотеке. Вы все знаете, что у нас до сих пор НЭП это был такой светофор. Красный уровень доступа, мы про себя так называем красный, синий и зеленый уровень доступа. То есть зеленый уровень доступа, когда издания доступны всем без регистрации. Желтый – это когда нужно зарегистрироваться, но также посмотреть дома издание. И красный уровень, когда издание можно посмотреть либо в Национальной библиотеке, либо в ЦОДе, во всех ЦОДах, во всех точках доступа, которые у нас есть на главной странице. Но кроме того, вот сейчас у нас появилась такая необходимость создать синий уровень доступа. Что это за уровень доступа? Дело в том, что Национальная библиотека, как получатель местного обязательного электронного экземпляра, мы должны получать этот электронный экземпляр, но и также предоставлять доступ в помещение библиотеки. То есть доступ этот будет предоставляться только в помещении Национальной библиотеки. Мы не имеем права, пока не заключили договор с правообладателями, мы не имеем права давать доступ этот куда-то дальше. Но это также по аналогии с библиотекой РГБ, так же как РГБ получает обязательный экземпляр электронный. Все так же происходит. Поэтому, если вы вдруг увидите еще синий уровень доступа, но не сможете, в поисковике где-то, но не сможете получить к нему, не сможете открыть издание, не пугайтесь, это просто вот такой уровень доступа, и по авторским правам мы не можем, вы то есть в своих помещениях не можете предоставить доступ, но, по крайней мере, вы всегда можете отослать читателя к нам. То есть читатель не останется без книги, либо по МБА, либо к нам в отдел обратиться. То есть как-то мы решим уже эту проблему, если читателю нужна какая-то конкретная книга из синего доступа. Ну вот это, в принципе, все, о чем я хотела сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание.
до новых встреч и передаю слово следующему выступающему. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Борис Дианов. Я являюсь инженером-электроником в Национальной библиотеке. Я тот человек, который проверяет ваши издания по цифровке, которые вы присылаете для включения в НЭБ-РК. Сейчас ни для кого не секрет, что документы в аналоговом виде имеют свойство стареть, ветшать, разрушаться, поэтому оцифровка крайне важна для того, чтобы сохранить историю для наших будущих поколений. Быстрый доступ к оцифрованным изданиям через сайт позволяет прочесть эти издания из любой точки мира. Стоит отметить, что для упрощения доступа важно грамотно составить договор для того, чтобы эти издания имели доступ из вашей библиотеки в том числе. Кроме того, нам, как оцифровщикам, не может быть известно, что именно пригодится исследователям. Это может быть формат книги, материал книги, пометки автора или техническое выполнение печати. То есть какие-то книги сделаны на плотной бумаге, это может быть интересно краеведам, мы этого не знаем. Поэтому крайне важно, чтобы оцифровка происходила с захватом отступа от страницы, чтобы сканированное издание передавало естественный цвет страницы. Вот звездочкой помечено, мы в следующем слайде увидим. Также не стоит забывать, что выдача изданий в НЭБ-РК идет также и в вашу статистику, в вашу выдачу. Поэтому чем более качественные, хорошие издания, тем больше будет выдача в вашем ЦОДе. Итак, сейчас на слайде вы видите 3 изображения сканирования книги. Вы можете попробовать в комментариях написать, какая цифровка, по вашему мнению, является наиболее правильной. Да и вообще, кстати, к слову говоря, пока что у нас включены комментарии, вы можете сейчас какие-то вопросы, которые сейчас у вас возникли, задавать, пока все спикеры здесь, мы можем ответить на них в онлайн-трансляции. Так будет удобнее. Итак, как вы видите, первая картинка, она выбеленная. То есть по следующим 2 картинкам мы видим, что цвет страниц у книги такой желтоватый. А первая картинка, она слишком выбелена, завышена яркость при сканировании. Это является ошибкой, которую не стоит допускать. Далее, вторая картинка. Какая здесь ошибка? Мы говорим, что должны быть поля при сканировании. Поля — это отступ от края страницы, в большую сторону. Третья картинка наиболее оптимальна. То есть, да, здесь мы видно, что изображение, книга прижата к сканеру, нету никаких размытий, есть поля, которые позволяют увидеть вот эти все края страницы. Это наиболее правильное изображение скана книги. Поэтому не забывайте, что вот нужно соблюдать эти правила. Дальше. Из-за различий технических и программных возможностей невозможно дать стопроцентный универсальный алгоритм сканирования. Однако, если стремиться к универсальному алгоритму, о котором будет говориться позже, то можно упростить работу и нам, и вам. Значит, что касается разных
разные сканеры. Есть два типа сканера основных, которые которые отличаются по использованию матрицы. CCD и CIS. Значит, на картинке видно, насколько отличаются изображения. Матрица CIS обычно используется в МФУ и тонких планшетных сканерах. Плохое качество: на этих сканерах нельзя сканировать толстые книги и книги, у которых плотная сшивка страниц, где текст уходит в переплет. Формально рекомендаций по выбору сканера нет, но если есть возможность закупить хороший сканер, я рекомендую воспользоваться этой возможностью. Значит, в отличие от датчиков типа CIS, CCD дает более четкое изображение и меньше зависит от прижатия документа к сканеру. То есть здесь видно, несмотря на то, что страница не до конца прижата, текст сохраняется. В принципе, при каких-то особых случаях мы такое изображение тоже можем принять. Что касается программного обеспечения, то здесь несколько проще. Если придерживаться алгоритма, о котором будет говориться позже, то достаточно, в принципе, даже программы FineReader и Acrobat. А что касается технических навыков, то это нарабатывается со временем, и когда вы оцифруете несколько книг, то вы сами сможете замечать какие-то недостатки, самостоятельно их исправлять, и это значительно ускорит работу передачи изданий в НЭП. Итак, ремарка небольшая. Все, что было запланировано для включения в НЭП в 2019 году и вовремя доработано, до конца года будет включено в НЭП РК. Значит, ну и вообще, чтобы работать более эффективно, мы рекомендуем отсылать файлы постепенно, по мере готовности. Например, если вы отсканировали какую-то книгу, если вы готовы отсканировать какую-то книгу, вы можете отсканировать несколько страниц, например, там в начале, в середине, в конце. Мы посмотрим, какие настройки сканера есть у вашей программы, у вашего сканера, и тогда сможем понять, насколько они верные. Если неправильные, мы с вами проконсультируемся, можно по телефону, можно через e-mail, и тогда уже исправим какие-то вот эти недочеты. После того, как, скажем так, дали добро на сканирование всей книги, мы убедились, что все настройки правильные, вы можете сканировать всю книгу целиком, отправлять нам, и дальше уже будем работать. Поэтому главное, держите связь с нами, и тогда можно будет плодотворно построить нашу работу. Так мы сможем замечать вовремя ошибки, и вам не придется сканировать целое издание целиком, если ошибка будет касаться настройки, например, программы или сканера. В принципе, у меня все. Можете, еще раз говорю, задавать вопросы в комментариях. Передаю слово следующему спикеру. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим небольшой алгоритм для создания PDF-файла для цодов. Для удобства желательно иметь такие установленные программы, как FineReader, Acrobat и Photoshop. Если какой-либо из этих программ нет, то в принципе не страшно, но придется затратить чуть больше времени на подготовку издания. Алгоритм полезен для оптимизации процесса оцифровки. Если схематически, здесь мы в принципе сейчас видим небольшую схему, которую нарисовал, но если не очень удобно, то вот еще составил в виде таблички для всех трех вариантов, когда есть все три программы, когда нет Photoshop или когда нет Acrobat. Как видно, в FineReader сначала ставим настройки.
затем уже сканируем и сохраняем необработанные тифы. Если вы сканировали во встроенной программе, то, соответственно, в принципе, не обязательно уже пересохранять эти тифы, они уже есть. Когда нет акробата, то обрезаете страницы в FineReader и распознаете и сохраняете уже в PDF. Собственно, пакет будет готов уже в таком варианте. Если же акробат присутствует, то после сохранения тифа сразу же распознаете и сохраняете PDF-файл. Затем его открываете в акробате. Делаете подложку и обрезаете. Дело в том, что акробат не совсем обрезает, а кадрирует страницы. То бишь информация вся остается за картинкой обрезанной, но не видно ее. Далее подравнивать. Подровняем просто в акробате, и чтобы были ровными. И если остались какие-то с наклоном, которые не выровнялись автоматически еще в FineReader, то через Photoshop их можно выровнять. В случае, если Photoshop отсутствует, то эти самые страницы будем выравнивать через любой другой графический редактор. И заменяем уже в PDF через Acrobat. Там же и распознаем эти странички по новой. Так, сейчас мы рассмотрим настройки, которые нужно поставить до сканирования в 3 версиях FineReader, в 9, в 12 и в 11. Чтобы пройти в настройки, заходим в сервис, настройки или опции в разных версиях по-разному, ну или комбинация клавиш Ctrl-Shift-O. В FineReader 9 смотрим пункт сначала, открываем «Сканировать», «Открыть», в нем выбираем «Не обрабатывать полученные изображения». В обработке мы либо убираем все галочки, если у вас нет акробата, либо оставляем исправлять перекос изображения. Он позволит, чтобы FineReader во время распознавания автоматически исправил перекос. Далее переходим в пункт «Распознать», ставим режим распознания «Тщательное распознание». Это для того, чтобы FineReader более четко искал текст на изображении. И убираем лишние опции в виде распознавания таблиц, дабы не загружать PDF лишними слоями. Проходим в пункт «Сохранить», подпункт PDF. Ставим размер бумаги авто, формат изображения, текст под изображением страницы. И убираем дополнительные настройки. Качество картинок ставим пользовательское. И в открывшемся окошке параметров сохранения ставим разрешение как в оригинале, формат JPEG для фотографий и качество процентов 80 в принципе будет оптимально. В FineReader 12 мы в пункте «Сканировать», «Открыть» мы убираем автоматически обрабатывать страницы, добавленные страницы, а в предобработке изображений также убираем все пункты, если у вас нет акробата, и если у вас есть акробат, то можете оставить перекос, исправлять перекос для автоматического исправления перекоса, когда будет распознавать текст. В принципе, тоже можно убрать, но там просто в настройках придется самостоятельно уже это делать в редактировании страниц. Далее переходим в «Распознать». Также ставим тщательное распознавание для более тщательного, соответственно, распознавания. Определение структурных элементов убираем все, как и штрих-коды, дабы не загружать PDF лишними слоями. Обучение мы убираем, если, конечно, не хотите заниматься обучением в FineReader, что, в принципе, не обязательно, он и так нормально распознает. Переходим в пункт «Сохранить», подпункт PDF. И также размер бумаги по умолчанию, режим сохранения текст под изображением страницы. И убираем дополнительные опции. Качество изображения ставим пользовательское. Делаем настройки. Разрешение уменьшить исходное изображение мы убираем. Цветность ставим не менять цветность изображения. Качество, потеря качества разрешена. Ну и качество ставим 80%. В FineReader 11
ставим «Отключить автоматический анализ изображения» и убираем все галочки в пункте «Сканировать, открыть». В «Распознать» ставим «Тщательное изображение» и использовать только встроенные эталоны. В пункте «Сохранить PDF» ставим размер бумаги авто, режим сохранения текст под изображением страницы и убираем все дополнительные опции. Качество изображения пользовательское. В настройках ставим разрешение исходное, цветность не менять цветность изображения, качество, потеря качества разрешена. И тоже 80%. Далее, после того, как в FineReader на страницах выровнен наклон, то размер у страниц становится различным. Но это легко исправляется в Acrobat. Для этого проходим инструменты, страницы, обрезать. Далее двойным кликом мышки по странице изображения, по самой страничке, у нас открывается окошко «Установить поля страницы», в которых мы проходим в «Изменить формат страницы». Ставим заказные и прописываем тот размер, который вы хотите. Он после этого добавит подложку того размера, который вы пропишете. Ставим галочку «Все» и нажимаем «Ок». Собственно говоря, в области кадрирования вот мы видим, какой размер страницы изначальный. Ну, например, сейчас мы видим, что страница 156 на 215 сантиметров. Так как после выравнивания они стали разные, добавляем, ну, я сделал бы 170 на 230. После того, как мы обрезали, вот мы видим, подложка появилась на странице белая вокруг. Мы выделяем этим же инструментом «Обрезать», мышкой выделяем границу, которую мы хотим обрезать. И двойным кликом по этому выделению нажимаем. Снова открываются поля страницы. И мы видим, что в управлении полями уже введены определенные значения, которые как раз и будут обрезаться. Также ставим «Все» и нажимаем «Ок». Далее. Так как мы обрезали у всех страниц равный объем, а при сканировании книга ложилась не на одно и то же место, то в разных страницах обрезалась по-разному. Где-то ровно, где-то не очень. Чтобы исправить это, проходим в инструменты, редактирование содержимого, редактировать тексты и изображения. Выделяем все слои, которые у нас были. Проще всего это сделать через комбинацию клавиш Ctrl-A и просто передвигаем, как вам удобнее. Ну, стрелочками, например, можно мышкой выделил и перетащил. После чего вот получается у нас та же самая страничка ровно стала. Иногда, когда FineReader не всегда корректно выравнивает искажение строк, наклон строк, тогда это приходится делать руками. Для этого лучше всего подходит Photoshop, так как он хорошо синтезирует с Acrobat и может сохранять прямо в PDF страницы. Для этого, не выключая инструмент «Редактировать текст и изображение», выделяем слой с изображением. Для переключения слоев можно переключаться слоями на левую кнопку мыши. Затем кликаем правой кнопкой мыши и открывается контекстное меню, в котором нажимаем «Редактировать с помощью Adobe Photoshop». Далее проходим в выделение. Далее нам нужно выделить все изображение. Это мы делаем через «Выделить все» или комбинация клавиш Ctrl-A. Затем открываем инструмент «Трансформировать выделенную область», которую также мы находим «Выделить», «Трансформировать выделенную область» или комбинация клавиш Ctrl-T. У нас открывается такой вот инструмент, в котором мы можем передвигать, искажать наклон, крутить, как будет удобно. Вот выделил, собственно говоря, нужную нам позицию. Это исправление наклона.
Его мы можем либо вот мышкой перетаскивать в этот уголок, либо прописывать, сколько вам, на сколько градусов подвинуть. Когда вы настроили как нужно, нажимаем «Подтвердить преобразование» или Enter. Так. Вот, значит. Если нет фотошопа, то данный метод не сработает, так как другие графические редакторы не могут сохранить изображение прямо в PDF-файле. Поэтому придется повернуть TIFF-файлы. Не забудьте только сделать копию этих файлов, потому что файлы из комплекта нередактированных TIFF-ов, они не должны быть редактированы, как бы это глупо ни звучало. Затем заменяем страницу в PDF. Для этого мы проходим инструменты, страницы, заменить. В открывшемся окне выбираем нужный файл, который хотим заменить. Нажимаем «Открыть», после чего появляется окно «Заменить страницы», в котором можно прописать, какую страницу мы будем заменять. После того, как заменили страницу в PDF, она становится, распознание в этой странице спадает, потому что это уже новая страница. Поэтому нам нужно распознать текст на этой странице заново. Мы проходим в инструменты, распознавание текста в этом файле. В открывшемся окошке мы выбираем «Текущая страница» для того, чтобы Acrobat не пытался распознать снова весь документ целиком. Он все равно не сможет этого сделать, так как уже распознаны страницы. Далее обратите внимание на настройки. Для этого нажимаем «Изменить». Здесь мы в открывшемся окошке мы можем выбрать язык текста, который будет распознавать. А в PDF на выходе желательно поставить изображение с поиском точно. Иначе Acrobat попытается снова исправить перекос, как ему будет удобнее. Мы уже руками это сделали. И нажимаем ОК. Ну и понизить разрешение до будет заблокировано при текущих настройках. Оно нам в принципе не понадобится. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Передаю слово следующему коллеге. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Криворотова Ольга Васильевна. Я вам расскажу про Олимпиаду Президентской библиотеки России в электронном мире. Все вы знаете, что 2 декабря завершился первый тур Олимпиады, и мы можем подвести некоторые итоги. С сентября по декабрь все мы с вами дружно продвигали Олимпиаду Президентской библиотеки, и в итоге в этом году от Республики Коми зарегистрировалось 264 человека. Это на 86% больше, чем в предыдущем году. Из них во второй тур прошли 82 участника, на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Благодарим тех, кто активно распространял информацию в образовательных учреждениях муниципального образования. Это Воркута. От них 79 участников, в том числе из Варгашора зарегистрировалось 7 школьников. Так, Усогорск 34 участника, Ухта 18, в том числе Ухтинский район, а именно поселок Водный 3 ученика и поселок Вухтым 6 человек. Кайгородок 9 участников, Инта 7 участников, Усть-Кулом 4, Айкино 3, Сосногорск 2 участника, Ижма еще 2 участника, да? К сожалению, нет участников в этом году от Карткировского района, Книжпогосского, Усть-Цилимского, Ижемского, Ижемский есть, извиняюсь, Сыктывдинского и Троицко-Печорского районов. Из Сыктывкара в общем прошло во второй тур 88 человек.
Напомню, с 16 декабря начался второй отборочный тур. Он также проводится в заочной форме, дистанционно, и продлится до 23 января 2020 года. Мы вам по электронной почте вышлем контакты старшеклассников, вышедших во второй тур, и вы сможете помочь им в прохождении Олимпиады, познакомив с ресурсами президентской библиотеки в индивидуальном порядке. У меня все. Спасибо за внимание. Отписывайтесь в формате фамилия, имя, отчество, должность, наименование библиотеки, кто просмотрел трансляцию. Срок до пятницы включительно. С наступающим Новым годом, творческих успехов и до встречи в следующем году.